лепешек. Что это? Впервые вижу, вот честно. Это у нас называется жейме. И по-другому ее называют юка. Это пекут в нашем крае, такое особое блюдо. Никакой праздник не обходится без нее. Здравствуйте, это программа «Секреты татарской кухни». Наш сегодняшний выпуск также пройдет на гостеприимной Аксубаевской земле. Мы начинаем. Дорогие телезрители, мы продолжаем гостить в Аксубаевском районе. И сегодня мы готовим с заведующим отделом районной библиотеки Фаимой Гатиной. Фаима Ханым Исамович, здравствуйте. Мы очень рады гостям, мы всегда рады. Вот мы гостям приготовили вот такой куштенеш. Так, целая корзина очень интересных каких-то лепешек. Что это? Впервые вижу, вот честно. Это у нас называется жейме. И по-другому ее называют юка. Это пекут в нашем крае, такое особое блюдо. Никакой праздник не обходится без нее. И каждый день можно печь такое, можно угостить свою семью такими блюдами. Но основным атрибутом является вот свадеб, никах. Вот такой прекрасные лепешки пекутся. Пекутся они на торжественные мероприятия. Да, в основном. Мы вот, конечно, в программе пробуем обычно в конце, да. Но сейчас можно, я просто уже не могу сдержаться. Ну, вот, можно так, этот. а вот Да. давайте здесь. Вкусно. Вам понравилось это блюдо? Очень вкусно. Бить там мне. Я сегодня могу научить вас готовить это блюдо. Так, давайте скорее приступим. Попробуем приготовить жука здесь, в Аксубаево. Фаима Ханым, расскажите, пожалуйста, с чего мы начинаем? Так, мы берем большое блюдо, берем муки. Муки надо нам вот таким блюдечком, примерно два блюдечка вот такой муки насыпем. Так, здесь я вижу яйца, но это уже Да. обязательно к тесту. Что вот здесь вот майонез? Да, майонез, ложечку Соль. надо, щепотку соли. И? Так, И сода, да? да, Ну, в принципе, классические ингредиенты. да. Вот. Буквально чуть-чуть. Щепоточку чуть-чуть, соды? Да, щепоточку соды и щепоточку соли. Вот чуть-чуть. Яйца у нас из холодильника, можно даже в морозилке. То есть их надо обязательно подморозить, да? Да, подморозить, а потом миксером сбивать их. Но мы сегодня сбиваем, конечно, здесь собственноручно. Давайте. Да, давайте помогите. Вот. Так, ну давайте я сейчас попробую Давайте. все это взбить. Да. Помогу вам немножечко. Давайте, пока вы это взбиваете, я расскажу вам о своей библиотеке. Я работаю 35 лет в этой библиотеке. 35 лет. 35 Браво. лет, да. Это для меня родная библиотека. Вот я вам сегодня принесла подарок книги.
для вашей передачи. Так, давайте мы... Так, вы держите, я буду по одной книжке брать, смотреть. Да. Так, Волков край, родимый Это о нашем Аксубай. крае, уникальные издания. Волков Василий Иванович написал эту книгу, уникальные исторические издания о нашем крае. Вот Так. это тоже вам, это, когда будете отдыхать, не помешает вам. эта Казанский книга. анекдот. Хорошая книга. Спасибо большое. А вот И это последняя. тоже Ой, спеку. но это, дорогие друзья, внимание, татарская кухня. Да. Я буквально открою, посмотрю. Ну, и сразу у меня пельмени для жениха. Такая книга в нашей программе точно не затеряется. Бигзур Ахмед. Всем Большое благодарю. спасибо. Кстати, Всем вот благодарю. любовь к книгам не прошла ли сейчас вот у молодежи? Вот как вы думаете? У нас очень много читателей. Мгм. И молодежь, и взрослые. У нас есть даже старейшая читательница, ветеран войны, 92 года ей. 92 есть она до сих года. пор, до сколько сих лет пор уже ходит? читает, все помнит, все в разуме. Читают книги у нас. Мы на это не жалуемся. Фонд большой у вас вот в библиотеке? Фонд 36 тысяч, вот у нас в Центральной библиотеке фонд. Но еще у нас всех, кто приходит в нашу библиотеку, встречает галерея знаменитых людей. Наш район гордится своими земляками, которые родились и выросли здесь, и сейчас трудятся в разных областях народного хозяйства. Вы сбивать кончили? Так, ну у меня все получилось, добавляем. Давай, добавляем. А вы продолжаете знакомить нас с известными личностями Аксубайского района. Наш район гордится своими знаменитыми земляками, которые родились и выросли в нашем районе. У нас очень много журналистов. Среди писателей вот Газиз Кашапов у нас Мгм. будет юбилей. Мы находимся сейчас на его родине, недалеко отсюда, в нескольких километрах, в деревне Новый Узеево. 21 августа ему будет юбилей. Роза Туфитулова у нас. Набиля Гимаддинова, популярная, известная писательница, народный писатель, лауреат премии Тукая. Очень много званий у нее. То есть Аксубайская земля Зе- богата славит вот писателями, Богато поэтами. писателями, да. Русскими, чувашскими, татарскими писателями. Газиз Кашапов, Энвер Хайри, Хасан Туфан. Ну вот, кстати, Хасан Туфан, мне кажется, вот он является визитной карточкой вот Аксубайского района. Да, именем Хасана Туфана же названа одна из планет. Хасан Туфан – выдающийся татарский поэт, классик татарской литературы, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая. Родился в деревне Старая Кереметь Аксубаевского района. На его родине ныне открыт мемориальный музей. Это настоящее крестьянское подворье той эпохи, в которой жил Туфан. Здесь все так же, как и было в его детстве. Музей был открыт в 2000 году, где участвовал наш первый президент Республики Татарстан Минтимир Шарипович Шаймиев и подарил вот это вот ковер. Это его подарок в музее. Это первый зал у нас называется «Хасан Туфан и его детство». 10-м ребенком в семье Хазретов появляется маленький Хасан. Вот его отец Фахриулла Тахир Абы, его мама Гульзизапа и его первый учитель Хасанжан Ахмеров. Мать была умная, образованная женщина, умела читать, писать. И маленьких девчонок она собирала у себя дома и обучала к мусульманской вере. У нас деревня, конечно, очень древняя, более 450 лет уже. Во время Иван Грозный крестил татар, и это прикоснулся тоже нашей деревне. Наших деревенских татар насильственно крестили. А его отец часто выезжал из деревни в соседние деревни, услышал, что люди Грозного едут, и он быстро приезжал, посадил свою семью и увозил в дальний лес, и там они спрятались. При этом они остались некрещенными. Фотография вот Хасан Туфан, когда 15 лет уезжает из деревни. Тем более он был некрещенный, ему не дали фамилию отца Хазрята. Некрещенные дети считались незаконно рожденными, и им делали фамилии от имени матери. Так как мама называлась Гульзизе, и делали ему фамилию Гульзизин. Хасан Туфан уезжает в город Уфу. Сначала Урал, выезжает своим братьям, но братья там его увидят, что он талантливый ребенок, умеет писать, читать, и они отдают его в медресе Галия, город Уфа. Его первые стихи появляются в газете журнала «Башкирия» сначала, а потом
Его первый учитель Галимджан Ибрагимов дает им написать сочинение, и Хасан Туфан пишет такое сочинение, несравнимо с другими. И Галимджан Ибрагимов в это время говорит: тебе, говорит, надо работать для народа, писать как для народа. Хасан Туфан в Казань возвращается в 20-23 годы. Учится в пединституте, работает членом кружка татарской литературы, общается с Хады Такташем. Вот у Хады Такташа личный рукопись есть у нас такой же рукопись есть у нас и от Муса Джалиля тоже. Вот Муса Джалиль, Хасан Туфан и Хабиб, они втроем, вот 3 друзья. А это его казанский адрес, старые 3, квартира 1. Вот это вот интерьер казанской квартиры. Его личный шкаф, там более 500 книг, его зеркало, его одежды, все его личное. А это его жена Луиза Салиаскарова, была артисткой театра Галискар Камала, сам Хасан Туфан и его дочь Гульгене. Личные вещи его жены. Вот эта фотография, вот это рядом был Хасан Туфан. В годы репрессии вот, заставили отрезать и убрать. Вот это фотографии Хасан Туфана. Он был тут со своей дочкой. Его рубашка, которую он приехал из Сибири, ссылки. Он приезжает сначала в город Лысьва, своему брату Зуферу. Оттуда он приезжает, ему брат дает вот эту рубашку, и в этой рубашке он приезжает в Казань. Его встречают несколько человек только, потому что он был враг народа. Почему? Он писал поэму «Ант». В своем поэме «Анта» он Ленина называет Нининым, Сталина называет Юсуфом, а 7 соратников называют его 7 богатырями. Вот это сравнение приведет к очень большим неудачам, и Хасан Туфан называет врагом народа. Сначала он сидит 5 лет в тюрьме, без ничего, без судьи, а потом ему выводят такое постановление — расстрел. И он пишет вот такое помилование Верховному Совету. Вот это вот письмо, его минутное, секундное время, вот это его отличает от смерти. Его в 12 часов ночи выводят в подвал, встают лицом к стене, и в этот момент с органов прокуратуры заходит один человек, а его расстрел был изменен на 10 лет ссылкой. И вот так Хасан Туфан отправляется на 10 лет ссылкой в Сибирь. Уезжает он туда в зиму, их сажают на сани, на лошади. Очень такой холодная погода бывает в это время, очень 40-30 градусов. Их повезут в одних рубашках. Некоторые умирают, там прямо на дороге валят их, оставляют. Хасан Туфану кучер снимает свой тулуп и одевает ему. Вот этот тулуп только Хасан Туфана оставляет живым. 10 лет отсидел, надо ехать домой, но тут карантин. И 2 месяца он задерживается там. И в это время его жена скончался. И когда он приезжает в Казань, на его руки только положат его сережки. Хасан Туфан в деревню приезжает 3 раза, в 73-м, 74-м и 76-м. А последний раз, когда он приезжает, мимо проезжая вот это, по этой улице, подошел он сюда, почитал молитвы, да, из Корана, и вот уехал. После этого уж он больше не приехал. Если вернемся в библиотеку, я веду литературно-творческие объединения, «Вдохновение», «Ильхам» называется. Мы объединяем творческих людей, литераторов, художников, историков. Все это на территории библиотеки, да? Да, в библиотеку ежемесячно собираются, вот все они, более 20 человек, они общаются. Это вот общение создает. Такое ощущение, что вы не про маленький поселок говорите, а про большой город. Да. То есть настолько здесь развита культура. Они так подтягивают друг друга. Представляешь, Руслан, вот один написал картину, другой пришел, дай-ка, говорит, я напишу это стихотворение на твою картину. Вот так их сплачивает, объединяет, и они с пользой проводят свое свободное время. У нас таким образом
образом они выпустили очень много книг. Вот Мадюков, Георгий из Нового Тимошкина, Рамиль Сулейманов из Ибрайкина, из деревни Ибрайкина, Ахмедзия Галиевич Муратшин из старых Киязлов. У историков очень много книг. Вот многие из них ходят в наше литературное объединение. У нас в деревне Шербень родился и вырос ученый-исламовед Анвар Хайри. Его уникальное издание «Путешествие Ибн Фатлана на Итиль-Реку». Слышал такое издание, да? Вот это в его переводе, да. Если подытожить вот все ваши слова, можно с гордостью сказать: богата талантами Аксубайская земля. Да. Вот, Руслан, наше тесто готово, но она должна минут 30 стоять. Обратите внимание, какое красивое желтое тесто у нас получилось. А сейчас я раскрою небольшой секрет нашим зрителям. Съемки нашей программы проходят в очень красивом, сказочном, заповедном месте. И называется оно Изге-Шишме. Я предлагаю сейчас прогуляться по этому красивому месту. Тесто у нас отстоится, и затем мы продолжим готовить. Давай. Здесь раньше было древнее булгарское городище. На этом месте? Да, на этом месте. И существует легенда о 12 дочерях. То есть здесь жил Трашмал Хаджа. У него было 12 дочерей прекрасных. Одна из них Неркис назвали. А у нее был жених Иштиряк Батыр. Когда Иштиряк Батыр уехал защищать родину, он погиб. Вот Неркис Салу тоже пошла, хотя и была тоже девушкой, на войну пошла. Да, тоже защищать родину пошла. И вот их захватили плен, привели сюда и заставили соорудить вот эту гору. Вы видели, когда заезжали, вот гора вот такая? Заставили соорудить гору. И день и ночь они трудились. Это из камней, из глины гору соорудили. Чтобы не попасть в плен, Трашмал Хаджа, говорят, накинулся вниз и в этом месте пробил родник. А 12 его дочерей вознеслись в небеса. И сегодня, говорят, если приезжаешь вечером, здесь светятся эти звезды, говорят. Над этим Да, над этим местом светится 12. И вот одна из композиций связана с этой легендой. Вас приглашаем посмотреть на родник. То есть там, где бьет ключ. Да, действительно, вот сюда народ приезжает, и Аллах Таалядан изгелек, михрбанлык, игелек сраб, тірлі бейлемлерге келелер мында. То есть у людей очищается душа здесь. Да, прекрасной душой уезжают отсюда, потому что и вода такая. Вот поэтому у нас очень много знаменитостей из нашего района. Потому это что у нас весь секрет волшебной воде. Да, волшебной воде. Родниковая вода, которая поет население нашего района, она дарит творчество людям. Дарит вдохновение. Да, поэтому у нас удивляются, откуда у вас такие знаменитости. Откуда столько талантов рождается. И гостеприимных, и таких добрых, и трудолюбивых, и дружных. Дружба, да, у нас еще в районе. Вот здесь написаны суры Корана. Действительно, человек сюда, кто приходит, уходит отсюда, очищает душу. То есть какое-то таинственное место. Да, таинственное место, да, действительно. Изге дұғалар үйреніп, игілік алып, мейірбанлық ырлықтары алып кетейін деп кіші тәубе сұрап. Руслан, кто посещает наш родник Изге Шишмені, татлы шишме суларынан ауыз етіп кетерге? Ну, конечно же, как без этого? Давайте попробуем. Біздің сихетлі де, ижат істей, жанға ижат істей. Можно еще до добавки. Очень вкусная вода. Да. Бектамлесом. Приезжайте нам на родник, всегда напоим родниковой водой. Вода действительно вкусная, но мы не должны забывать о нашем блюде. Поэтому, я думаю, тесто уже настоялось. Пойдемте продолжим готовить. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы в Аксубайском районе и готовим красивое татарское блюдо. Красивое, потому что вот так вот оно выглядит. Название у него «Жука». Диме. Да, можно сказать и Жейме. Фейме ханым сегодня у нас шеф-повар. Тесто отстоялось. Мы, кстати, прогулялись по очень красивому месту из Ешишме. И сейчас продолжаем. Давайте. Ну, не поможешь, Руслан, чем-нибудь резать, чем-нибудь? Так, ножик. Давай. Так, ножик. пожалуйста. Вот тесто у нас готово, это убираем. Так, у нас должно 6 яиц, должно 7 где-то, должен вот таких. 7 лепешек. Да, 7 лепешек. Видите, как все четко. Если у вас 6 яиц, во время приготовления, то в итоге 7 лепешек. Да. Фейме ханым, расскажите, пожалуйста, кто научил вас готовить это блюдо? И вот о кулинарных традициях тоже расскажите. Наш район очень гостеприимный.
у нас любят этот, гостям все вот такое уникальное Самые блюдо вкусные готовить. все Да, гостям. самые вкусные все гостям. Я сама росла в многодетной семье. Ага. У нас 5 девочек и 6-й братишка у нас. Вот мама научила нас всех готовить вот такие блюда. А это, история этих блюд далеко уходит, далеко в историю. Потому что каждая свадьба, как я помню, вот каждая свадьба, никак, бябищая, бябитуя, это все татарские все татарские праздники готовились. И вот и сейчас женщины, сохраняя традиции, культуру нашего татарского народа, миллилетний саклап, безнең якның традицияләрен саклап, менә шундый җәймәләр, кыш телләре пешерәләр, туйларга менә шулай. И специальный, это как специальный атрибут, Руслан. Вот То у есть нас без этого уже сложно да, представить 4 хлеба, праздничный стол. там 15 юка, вот 4 хлеба, баурсак, это обязательные Атрибуты еще, праздничного да, стола. еще вот один забытый кулинарное блюдо есть, одно забытое. Я вот помню, карабит, обязательно пекли карабит. Что это это, было расскажите? черемуховая паста, черемуховая, это через мясорубку крутили черемуху, песком добавляли. И вот пирог именно сверху мазали. Впервые, Вот, кстати, слушаю вот пирог из черемухи. да. Это специально на такие торжественные мероприятия пекли карабит, черемуховой пастой сверху мазали. Еще черемуху топили в масле. Это взяли красивую тарелку, туда черемуховую пасту, вот эту прокрученную через мясорубку, и туда сверху маслом она покрывалась. А сверху украшали тогда, то ли конфет не было, красивыми витаминчиками, украшали типа цветков. Вот у меня одно уже готово. Обратите внимание, дорогие телезрители, вот из такой вот заготовочки, из такой маленькой лепешечки получается вот такая красота. И этот самый интересный процесс приготовления жука вы увидите прямо сейчас, и мы переходим к духовке. Итак, мы берем обычную лепешечку. Так, внизу у нас масло, и сверху поливаем также маслом. Бисмилля рахман рахим. Очень интересный процесс. И сейчас отправляем ее в духовочку примерно на 5-10 минут. Ждем. Обратите внимание, во что превратилась наша лепешка. Превратилась она в пышную ароматную жука. Но на самом деле здесь ей надо еще где-то минуту 2-3 постоять, да? Подержать, надо еще постоять. В общем, мы сейчас будем готовить наши жука. А для вас, уважаемые телезрители, готов творческий номер. Внимание на экран. Юка, джейме. Татарская тонкая лепешка. Смешали муку, соль, соду и майонез. Добавили хорошо взбитые яйца и замесили крутое тесто. Дали тесту постоять минут 30. Затем разделили на 7 частей и раскатали в тонкие лепешки толщиной 1,5-2 мм и диаметром с чайное блюдце. Лепешки выкладывали на смазанную растительным маслом разогретую сковороду, сверху поливали раскаленным маслом и пекли в разогретой до 270 градусов духовке по 5-7 минут.
Дорогие друзья, вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Секреты татарской кухни». В моих руках наш кулинарный шедевр жука или жаймя по-другому. Кстати, дети, угощайтесь. Было очень вкусно, было очень весело. Всем большое спасибо, кто нас здесь принимал в Аксубаевском районе. Увидимся, дорогие друзья, уже на следующей неделе. Это программа «Секреты татарской кухни». Пока-пока! Сау булагас!